Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Сегодня продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Так как я тороплюсь на празднование своего дня рождения, новости не будут долгими. Кто пропустил новость о российских шпионах в Словении, то можете посмотреть мой репортаж, перейдя вот по этой ссылке. В Словению нелегально пробралась пара из России. Молодой человек дал специальное интервью для словенского медиа N1. Сергей, гражданин России, бежал в Словению со своей девушкой от российского режима в декабре. По его словам, на родине о его побеге не знает никто, даже отец и мать. Нам нельзя было просто так рисковать. Тем более, что один из моих братьев агент ФСБ, а это все равно, что работать на КГБ, сказал он. Сергей описал шокирующие истории из жизни обычного россиянина и рассказал о том, что пришлось пережить ему и его девушке во время побега и почему они были уверены, что погибнут. Журналисты спросили, что они думают о друзьях, которые сейчас служат в армии, почему россияне не протестуют против Владимира Путина и что с ними будет, если они выйдут на улицы. «Меня посадят, мою девушку изнасилуют», объяснил Сергей. Личности и настоящие имена пары не разглашаются в целях их безопасности. Полностью интервью можно почитать на сайте n1info.si. Еще 5 лет назад, когда мы переезжали в Словению, мы вообще не могли представить, что появятся вот такие нелегалы из России. И до какого отчаяния должны были дойти эти молодые люди, чтобы бежать из страны без виз. Я даже не представляю, как им удалось пересечь несколько границ. И абсолютно неизвестно, что с ними будет. Либо их отправят обратно в Россию, либо им грозит тюремный срок здесь. Бывший президент Словении Борут Пахор выставил на аукцион свою любимую машину Renault 1991 года. Кто вдруг не знает, сейчас президентом Словении является женщина Наташа Мусар. Вырученные деньги от продажи автомобиля пойдут на лечение детям, больным раком. Больше 20 лет Борут Пахор помогает детям и их родителям бороться с раком. Все желающие могут зайти на сайт больных детей, который называется «Юнаки третьего надстропья», что в переводе обозначает «герои третьего этажа». На 3-м этаже Люблянской больницы находится детское онкологическое отделение. И любой желающий может зайти на их сайт и перевести какую-либо посильную помощь. Аукцион продлится до 15 февраля 2023 года. На данный момент за автомобиль уже предлагают 30 тысяч евро. Интересно будет узнать окончательную цену. Еще ведь впереди целых 10 дней. 1 февраля в Любляне перед парламентом собралась огромная толпа из нескольких тысяч пенсионеров. По некоторым оценкам там присутствовало до 20 тысяч человек, которые держали в руках словенские флаги, транспаранты с политическими лозунгами и требованиями о повышении пенсий. Надписи гласили: «Мы требуем достойных пенсий, мы создали эту страну, плодами которой вы сейчас наслаждаетесь». Они подчеркнули, что именно их поколению больше всего принадлежит заслуга независимости Словении. Поэтому сейчас они требуют достойной жизни, ведь пенсии – это не социальная помощь, а право. Они также заявили правительству, что достаточно высмеивать их и что они хотят достойной жизни и уважения. Некоторые из требований пенсионеров были поднять минимальную месячную пенсию до 750 евро. Сейчас минимальная пенсия составляет примерно 400 евро. Также пенсионеры требуют выплаты 13-й пенсии. Помимо всего прочего, пенсионеры хотят получить от государства дополнительное медицинское страхование для тех, у кого пенсии менее 1000 евро. Если посмотреть на самые незащищенные группы населения в Словении, то это женщины-вдовы старше 65 лет, живущие в крайней нищете, а также люди, ушедшие на пенсию по инвалидности. К слову, население Словении стареет, средний возраст составляет уже 45 лет.
У нас в Словении начались зимние школьные каникулы, и многие дети, в том числе мой старший сын, поехали в лагеря кататься на лыжах. Гидрометеослужба Арса нас шокировала своим прогнозом. На севере и на северо-востоке Словении будет дуть сильный северный ветер, скорость которого превышает 70 км в час. На открытых участках скорость может достигать 90 км в час. Возможно, придется установить на горнолыжных курортах ветрозащитные полосы. Самые сильные порывы ветра в горах зафиксированы в Кридарице 165 км в час, на Карвавце 117 км в час, в Фогле 100 км в час и Руднополе 91 км в час. Из-за ветра горнолыжный курорт Карвавец в субботу не работал. Кроме того, внизу тоже очень ветрено. Самые сильные порывы ветра достигали 83 км в час на измерительной площадке Трояны-Лимовцы. На этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, оставлять свои комментарии и ставить лайки. Пока-пока!